Ветер сегодня поднялся, у нас палатку сейчас чуть не унесло. Лагерь собрали почти. Сейчас уже в 9 часов брифинг начался. У нас третий день фестиваля идет. Сегодня у нас 30-километровый переход на другой пляж, называется Малибу. Сегодня только одно начало и один финиш. Неожиданно, да? Не факт. Мы не ожидали, что сегодня. Это кому повезет. Ветер сильный, да? Да? Сегодня прекрасный день, прекрасный ветер, температура воздуха 26 градусов. Всех нас ожидают Эвергили, да? С турбазы Малибу, куда мы сегодня намерены прийти, значит, у нас 30 километров, флаг и координаты у вас, значит, будем надеяться, что лидеры не промажут, а остальные к ним. Да. У меня вчера мотор навернулся, поэтому я вот беру мотор, который был на лодке, на спасательной. Вроде как он работает хорошо. Но я к тому, что надеяться на то, что Кулик придет сзади и всех спасет, значит, на это лучше не надейтесь. Спасти-то я спасу, но ваши катамараны и прочее маловероятно. Я очень сожалею, что не могу быть в лидерах. Мне придется быть в самых аутсайдерах и после всех аутсайдеров идти последним. Обычное дело. И пасти всех. И вообще против такого ветра, даже с мотором, развернуться, сделать какие-то спас работы очень проблематично. Но ветер попутный. Я знаю, что мы приехали на Каспий, значит, как бы мы были готовы, должны были быть готовы к такому ветру. Сильный ветер для нас. Сильный. Для тримарана, для маленького. Можно кильнуться. Дойти до одного стакселя. У нас же ванты тоньше. Все меньше. Внимание участников! Значит, каждый принимает решение на себя о выходе в море. До старта 3 минуты. Старт открыт! Нос туда держишь, да? Кирилл меня учит, как управлять катамараном. Сейчас попробую тоже поддержать курс. Волна усилилась, так здорово, укачивает. Уже морская болезнь немножко началась, подташнивать чуть-чуть. Но зато вот я сравнил, когда мы ходили на катамаранах с моторами, постоянно рев стоит мотора. Особенно когда по волнам, он выпрыгивает из воды, так. А тут такая тишина, спокойствие, только морской такой, как бы шум волн, небольшой ветер. Ветер на самом деле сильный, но мы так как идем с ним в одном направлении, он попутный, то он не сильно ощущается. Сейчас на берег придем, наверное, опять там будет все вот так вот сдувать. Очень здорово, очень-очень интересный опыт. Мой первый опыт такой на парусных судах, катамаранах. Сейчас еще вот попробую поуправлять. Я бы не верил, Все, наконец, подходим. Ребята уже почти все пришли.
Земля! Мы тоже, мы на скалу, прям мы сели вот на скалу, там скала такая, прям сели вот двумя баллонами. Первый раз на море, ребята. Все. Я нет, конечно. Ты там был за старшего, да, Сан Саныч? Нет, я просто говорю, вам такая погода, что, парни, вам просто необходим матрос еще один для утяжеления. Тримараны не пошли. Тримараны, где я был в экипаже, не пошли. И ты сюда сел, Я да? бегом, ну куда, ну у меня желание есть. Что Я как раз придавил, чтобы он не унесло его, да? Да. Пойду я. Давай, мы тоже поможем сейчас. Саима, расскажи свои впечатления. Вот Очень круто. спортсменка, скалолазка, вообще вот с нами познакомилась вчера. Лазила, или когда ты на мачту нам помогала? Вчера же, да? Или позавчера, я уже запутался. Вот на эту мачту слазила, и вот в подарок ее взяли с собой сегодня на переход. Как впечатление? Супер? Это вообще круто. Все, люди разбивают лагерь. Сегодня у нас получается даже, можно сказать, день отдыха, потому что мы пришли, сколько сейчас время? Час дня только. И уже можно отдыхать. То есть, в принципе, до завтра, 2 часа дня, до завтра у нас никаких дел уже нету, насколько я понимаю. Поэтому сейчас люди все расставляются. Ты с нами ночуешь, да? С нами, да, ставишься лагерем? Здорово. Ну, ребята все отлично разместились, от ветра спрятались. В зале, который называется «Столовая», мы начинаем показ 2 фильмов. В прошлом году на этом же месте мы проводили второй наш Ладожский фестиваль. В общем, приезжайте на Ладогу. А в этом году у нас еще Азовское море. Ничего не видно. Культурная программа закончена. Дениса тоже не видно. Ну-ка, подойди поближе. А вон там свет горит. Ну, пойдем туда, да. В общем, у них на катамаране нашим любимым «Удача» порвались паруса сегодня. Вот ребята сидят, занимаются ремонтом. Получается же, да? То не первый раз, да? Дело такое. Да, каждый день паруса шьем. Рвем и шьем. Новосибирск первый раз поплыл. В 5 утра лагерь проснулся. Ну и в принципе спать тут невозможно. Да, Сан Саныч? Все сносит, ветер вообще сильно усилился. Не знаю, как сегодня пойдем, не пойдем. Что будет решено. А я сегодня хорошо, что принял решение поспать в каюте. Вот так вот здесь можно разместиться спокойно. И никакого ветра. Ничего не сносит. Спокойно. Можно наблюдать, как люди ловят свои палатки. Это, конечно, не стоит злорадствовать, это не очень здорово. Просыпаешься. Вот такой ветер. Я здесь тоже послушал, как начало качать. Катамаран резко засвистело все. Понимаю, что погода, конечно, ухудшается. Остановились мы на турбазе Оазис. Спасибо, что нас приютили. Лагерь на берегу разбили, а так, в принципе, вот сейчас ветер просто дует. Покажу, разверну. Тут ресторан, гостиница со столовой. Сейчас будем завтракать все. И вот помыться тоже можно помыться, туалеты нормальные. То есть, в принципе, вполне цивилизованно. Тут даже кухня у вас есть, да, оказывается? Что готовите? Традиционную гречку? Ага. Залил кипятком на ночь, да? Да. Самое И лучшее. песком засыпал. Так это, чтобы лучше переваривалось. Ух ты, какой у вас столик. Мобильный такой, да? Мобильный. С колесиками.
Здорово. Кухонный гарнитур же. Не стоит. Интересно. О, у меня будильник звонит. Я уже 2 часа как хожу. Это вставать? Да, вставать, да. Что это он так поздно? Ручка, чтобы 6:30. Ну-ка. Ручка, чтобы за колесики катать. Подъем ранний у всех. Сейчас 6:35, у нас всем завтрак, но все уже в 5 часов встают. Я, не знаю, в 4:30, наверное, проснулся. Ну или в 5 там, что-то такое. Здесь сложно спать долго. Ну и ложимся, в принципе, там часов в 10. Я вчера уже лег спать, поэтому нормально. Сейчас Анатолий Павлович принимает решение, когда, как выходить. Сейчас идти в такой ветер, либо попозже. Надо проверить обстановку, понять. Потому что сейчас ветер сильный и волны, но в море, в принципе, там поспокойнее будет и попутный ветер. Давайте ставим на час 30. До этого времени успеете там поесть, поставить, куда кому сходить и так далее. Вот. Ребята, если приедут в час, как Лена мне перезвонила, это мы запаздываем, но к часу будет. Так как у нас куча еще организационной работы, парус приходится поднимать в конце, после старта. И потом будем пробовать догнать ребят. Хотя они очень ходко пошли. Ветер то, что надо. Стих. Саныч готов к выходу? Вообще что? Ну давайте. Вам надо еще всех обогнать и прийти первыми. Обязательно, спасибо. А? Набить так себе. Ну что, накажешься сверху? Ну что, мы стартовали в 1:30, час 2:30. 1 час хода. Как видно, море совершенно успокоилось, нормальное, как оно и было по прогнозу. Впереди у нас 15 судов. Мы замыкаем шествие, за всеми следим, все время пересчитываем. Это наша судейская работа. Все отлично. Поймать надо момент. Вот сейчас. Вот момент перехода надо дернуть. Да здравствует самый лучший командор России! Да что там будет России? Мира! И теперь песня! Желтословный казак молодой, а через речку на берег крутой! Все, подходим. Остальные уже все причалили почти. 3,5 часа пути, и мы возвращаемся на нашу базу. Ветра совсем не стало. Встаем на весла, чтобы хоть как-то причалить к берегу. До мели. Дальше дотянем. Конкретный дул ветер такой, что песок не плохо. По низу, понизу, так что хорошо. Там нас не слопают. Ну как тут судейская бригада? Стало. Ребята тут уже сами справятся. Корабль привел экипаж в целости, в сохранности, в меру голодный и в меру сытый. Лагерь заново собран. Вон 2 экипажа. Пару дней. Снова будем отдыхать здесь. Завтра у нас экскурсионный день. Уезжаем на Лунь и в крепость. А сейчас всех ждут очень вкусные вкусняшки. А что тянуть? Каспий 2000
2024. Пожалуйста, подходите в арбузную беседку. Здесь для вас предложены фрукты, арбузы, дыни, что-то еще. Сливы, персики. Налетай. Можно? Да, можно. Не догрызайте, Мы пока еще не только знаем. не догрызайте до Припозднились. корки. Прямо сильно корку не грызите, вот мягко. И вкусняшки, конфи всякие на переход нам надо будет. Слушаем, о чем люди разговаривают. Максимка где? Как кушают арбузы с дыней. Пив. Это у кого забор, Синара. а это кому не нужно. Нашел? Нет, вот арбуз нарезали. Сейчас это надо, сейчас я Так, а прямо вот на стоянку, иди налево вдоль этих самых кафешных домиков. И там будут ворота, открываешь и заходишь прямо двойственным шагом, иди сюда, у нас тут арбузами нас угощают, длинными. Ну все, 4-й день фестиваля закончился. 2-й день гонок на длинной дистанции. Было хорошо, весело. Но не могу не добавить ложку дегтя в бочку меда. Меня 2-й день мутит на этом море. Я вспомнил, как меня на океане ледовитом, там в море Лаптевых, 3 дня было плохо. И все-таки эта водная болезнь никуда не девается, организм тяжело реагирует. Плюс еще, похоже, какой-то водой отравился местной. Ну, вот какое-то южное отравление пошло. И вот мутит просто ужасно. Сейчас вот я решил опять спать в катамаране. Подальше от всех, от шума, чтобы прям проспаться. Дали мне таблеток. Дарья, спасибо большое. Очень меня выручили. Я надеюсь, завтра буду огурцом. Сейчас раскладываюсь и лягу пораньше. Буду отдыхать под шум прибоя, шум волн. Ну и на этом мы закончим наш сегодняшний сюжет.